Прежде всего, что касается течения таблигh, то оно не ограничено на одной определенной стране. Напротив, оно распространено во многих странах. Вероубеждения, манхадж и методология этой группировки могут отличаться в зависимости от страны, в которой они находятся. Среди них есть те, кто исповедует порочные вероубеждения, такие как, например, убеждения муатазилитов, джахмитов, ашаритов и так далее. Также среди них есть те, кто исповедует вероубеждения Ахлю-Сунна. Однако их методология и путь, которых они придерживаются в этом призыве, содержат в себе определенные ошибки и нововведения. Нет сомнения в том, что более совершенно и более соответствует правильному руководству, это чтобы мусульманин в своем призыве следовал руководству Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Ведь Всевышний Аллах говорит: «Скажи, таков мой путь, я и мои последователи призываем к Аллаху согласно убеждению». Поэтому к этой группировке есть некоторые замечания со стороны того, к чему они призывают. Они начинают призыв с выражений, которые противоречат руководству пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Ведь первое, к чему призывал пророк, алейхиссалату вассалям, это единобожие, чтобы они засвидетельствовали, что нет божества, кроме Аллаха, и в правильной мере осуществляли поклонение Аллаху субханаху ва тааля. И чтобы они засвидетельствовали, что Мухаммад – посланник Аллаха. У таблиговцев относительно этого удаление испорченной убежденности и введение праведной убежденности. Но это выражение не соответствует методологии пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Также из их отклонений они заботятся о благих нравах и о хорошем поведении больше, чем заботятся о вероубеждении. Также они аннулировали такой раздел религии, как аль-валя валь-бара. Поэтому ты можешь видеть их, что они не проявляют дружбу ради Аллаха и не враждуют ради Аллаха. Они объединяются вокруг того, что они считают истиной. Более того, их может объединять совершение каких-либо благих дел, несмотря на то, что те, кто занимается с ними призывом, могут иметь порочные и заблудшие вероубеждения. Нет сомнения, что это противоречит методологии пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Также они устанавливают определенные отрезки времени для призыва, занимаясь призывом 40 дней или 3 дня или 1 день, что также не имеет никакой основы, так как мусульманин призывает к Аллаху в любое время. Мусульманин не расстается с призывом до тех пор, пока он не встретит Аллаха субханаху ва тааля. Ты призываешь к Аллаху у себя дома, на базаре и по пути куда-то. А что касается ограничения призыва 3 или 2 днями, после чего призыв прерывается, то это не является руководством пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Также из их ошибок, что они оставляют тех, кто находится на их попечении, без присмотра и обеспечения. Поэтому ты можешь видеть кого-то из них, как он выходит на призыв, оставляя без обеспечения своих детей и жену, не оставляя им ничего из продуктов, что также не является дозволенным. Будет достаточным человеку греха, если он погубит тех, кто находится на его попечении и кого он кормит. В любом случае, группировка таблигh имеет свои цели и устремления. Они призывают людей к исламу и к исламскому наследию. Однако у них также есть ошибки и дела, противоречащие шариату. Поэтому обязательно для мусульманина, если он хочет выйти на призыв вместе с этой группировкой, чтобы у него были знания о шариате пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, он должен знать их ошибки, чтобы исправлять их, а также знать их заблуждения, чтобы призывать их к истине относительно этого. А если он хочет выйти с ними, будучи невежественным, то мы скажем ему, чтобы он не выходил с ними, кроме случаев, когда эта группа, с которой он хочет выйти, приписывает себя к сунне, а ее ошибки незначительны и прощаемы.